Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Но причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Здравствуйте, дети! Я ваша новая учительница по географии Анастасия Владимировна. Будем обучать вас самостоятельности. Так что сейчас собираем вещи и самостоятельно уходим изучать географию дома. Итак, что здесь происходит? Вот как раз хотела уступить место профессионалу. Садитесь. Это телепроект «Мегасело», и мы в Ишимбайском районе. Итак, Настя, что за разговорчики? Все. Итак, открываем учебники, тетради, берем ручки и записываем новую тему. Климат России. Дашь списать? Спасибо. Какие добрые дети. Когда я в школе училась, это было сложнее договориться о таком процессе. Ренат Фаилович, кажется, словно сошел с экрана. Такие образы обычно встречаются в кино. Молодой учитель на одной волне с учениками. Имеет не только багаж знаний, но и отличное чувство юмора. Энтузиаст-выдумщик. Кстати, потомственный педагог. Дарина, как тебе учитель ваш? Отличный. Отлично? Да. Почему? Потому что он сейчас стоит и слушает нас? Нет, потому что это очень строгий человек, который держит наш класс везде, можно сказать. Да? То есть это требуется вашему классу, да? А обычно же строгих учителей не любят ученики. Мы любим своего. А как вот он ведет уроки? Как-то интересно, может, преподносит, что-то придумывает? Ну, да, чаще всего это тема и какой-нибудь, возможно, конкурс, после чего мы получаем всякие подарки. Да? Типа шоколадки. Так вот, понятно, в чем секрет. Он просто вас подкупает. Ну, давай проверим, ладно, твои знания тогда. Что знает? Давай столица России. Самый большой регион в России. Саха, Якутия. Молодец. Самое маленькое государство в мире. Я не помню. Ну, все понятно. Все понятно. Мне кажется, вы меня уже всему научили. Нет смысла дальше продолжать. Я освоила все, что можно. Но у меня остались вопросы. Уже не по вашему предмету. Давайте. Как все-таки вы решили приехать в Ишимбайский район работать учителем? Получается, я приехал в Ишимбайский район после того, как отучился в педагогическом колледже. И тут супруга уже со своей семьей тут обосновалась была. И мы по программе, где, получается, молодая семья, приобрели участок и начали строить дом. Все-таки, наверное, отличается роль учителя в городе и роль учителя на селе. Что вот в такой сельско-деревенской местности значит учитель? Да, в городе, например, ты если учитель географии, ты только учитель географии. А когда ты на селе, ты и учитель географии, и учитель физкультуры, и советник директора по воспитанию. И все вот эти функции, они переплетаются, и, наверное, вот эта многофункциональность только отличает сельского учителя от городского. А за что все-таки любите профессию? Что вот в ней настолько притягивает вас, вашу семью? Вот они, вот. По-другому никак не скажешь. Тут мы их ругаем постоянно, что-то вот не нравится, что-то вот прям вот хочешь, чтобы было лучше, но все равно домой приходишь, ну, нормально, классно было.
А затянула в Кинзибулатовскую школу у молодого учителя такой же молодой педагог-логопед. А по совместительству супруга Рената Кудашева, Рамзия, с которой познакомились еще в студенчестве. Для нее это возвращение на родину. Следующее упражнение. Грибочек приклеиваем, да, наш язычок к небу. Ну-ка, все показываем. Здрасте. Здравствуйте. Мы вас немножко прервем. Здравствуйте, ребята. Что мы говорим? Здравствуйте, да. Вы, я так понимаю, вместе с мужем сюда вернулись, да? Но это ваша родина. Да, я здесь родилась, я здесь выросла, я училась в этой школе. То есть вы когда-то, как эти Да. малыши, сидели за партой? Да, за такой партой я тоже сидела. В этой школе тоже здесь училась. А почему решили вернуться? Потому что, наверное, все-таки родина сама тянет к себе. Я очень люблю свое село, свою школу, своих коллег, своих земляков, односельчан, детей люблю. А к учителю на селе как-то по-особенному относятся? Ну, думаю, да. Потому что везде есть поддержка, всегда поддерживают. Если ты сам стараешься, даешь себя, всю себя своей работе любимой, все получается, и, конечно же, все тебя поддерживают. Кажется, в кого ни ткни, и семьи педагогов. Кто-то продолжает династию, кто-то ее, наоборот, создавал. Смотрите, какая интересная история. Здесь за одним столом сидят, кроме меня, естественно, коллеги и в то же время члены одной семьи. Да. Верно? Да. Кто есть кто? Я директор школы Кинзибулатова Шайбурат Сайхулович Гинатуллин. Это мой сын, старший сын Азамат Шайбуратович, учитель истории, руководитель музея. Дальше это Стаха из Мякинского района. Она ведет башкирский язык уже давно в нашей школе. А это моя жена. Мы с ней знакомы с 70-го года. Моя первая любовь, моих 3 детей. Вот, дети, вот старший Тоже сын. педагог? Да, педагог. Сейчас она на пенсии, как она сказала, в отпуске. А вы гордитесь, что у вас сын пошел вот по вашим стопам? Конечно. А почему у вас семья так вот сплотилась вокруг одной профессии? Все выбирают вот именно педагогику? Ну, родители так, наверное, нас учили к этому. У меня отец, хотя колхозник был, он сказал всегда: учись, сынок, учись. А вы решили учить и учить? Да. Школа в Кинзибулатово появилась почти век назад, несколько раз меняя прописку. В 70-е и вовсе на время исчезла из-за аварийности здания, пока не построили новое. И вот уже 45 лет не меняет дислокации. Но так и не скажешь, что этому дому почти полвека. Несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт, обновилась и начинка школы. Это я на полях Ишимбайского района? Да, Ишимбайский район. Серьезно? И Узнаю, есть мне еще кажется. у вас там маленькая собачка. Это мои руки? Да, это ваши руки. Вот ваша собачка. Малыш, чешем тебе брюшко. Она очень это Палка? любит. Да, палку. Можете бросить? Принеси, пожалуйста. Нет, она любит. Может, на башкирском? Как на башкирском будет принеси? Китер. Китер. Вот она, видишь, она побежала. А на башкирском поняла? Да. Молодец. На. Оп, нет. Оп, нет. Все, булды. Можно изучать начало медицины. Вот полностью анатомию человека можно изучать. Можно изучать, например, как работать с технологиями, работа на станке. Ну, по крайней мере, учебный процесс, мне кажется, проходит очень увлекательно. Очень увлекательно, да. Красивая у тебя школа, Мила. А ты кем хочешь стать? Ютубером. Ютубером? Да. Почему ютубером? Но просто мне очень нравится ютубера смотреть. Может, учителем станешь? Ну, может быть. Смотри, получается, можно и учителем работать, тебя снимать еще будут. Хорошо же? Ну да. А сейчас у тебя, получается, первый выход на широкую аудиторию. Представляешь? Вот это да. Получается, тебя покажут, как ты хотела. Да. Даже ютубером не обязательно становиться. Ты рада? Да. Молодец. Вот, обманули.
Ни для кого не секрет, что после распада Советского Союза многие хозяйства пришли в упадок. Закрылись, развалились, остались вот такие вот руины. И в селе Скворчиха, где мы сейчас находимся, тоже могла быть такая же история с печальным концом. Но, к счастью, все пошло по другому сценарию. Хозяйство возродилось, да еще куда больше, чем было до этого. А главное, потянуло за собой и село. Несколько заброшенных зданий, теперь уже обновленных, стали фундаментом крестьянско-фермерского хозяйства Привалова. Начиналось все с 25 коров, а сейчас их в десятки раз больше. И работников человек 80. Среди них и Азат Зайнулин, пенсионер, но по меркам правоохранительных органов. После службы с головой ушел в сельское хозяйство. В 2018 году, когда только я пришел в колхоз, выйдя на пенсию, здесь, в принципе, находился было только одно строение. Остальных 7 строений здесь не существовало. Здесь был развалившийся сарай с 30 головами крупнорогатого скота. И все. И все. И больше ничего не было здесь. В течение 6 лет мы отстроили. В данный момент мы заходим в родильное отделение. Тут коровы, у которых до отела остается 2 месяца. Дальше стоят коровы, которые вот на днях должны вот-вот родить. Здесь им уже подрощены телят. Они старше 2 месяцев. Содержатся в данном помещении до 4 месяцев. А там что? Там отдельные боксы для новорожденных телят. Ой, а можем посмотреть? Конечно, мы можем подойти, посмотреть, погладить. В этих клетках, в индивидуальных, они содержатся до 2 месяцев. Вот этот вот теленок, он родился у нас Божечки, а их можно погладить? вчера, конечно, можно. Вчера родился? Да, это вчерашний теленок. Маленький. Он тоже уже попил молочка. Такой кучерявенький. А зато мы можем покормить кого-нибудь из них? Да, конечно. Малышонок. Так, меня вот снабдили таким, что это, пластиковым вымем, но как им пользоваться, я не знаю. Подскажете, Да, поем как вот найти так. контакт? Даем руку. Ну, как все дети, не заставишь поесть. Можно я попробую? Да, держите. Держите. Я сама кормлю теленка. Маленький. Кушай, расти большой, расти большой. А! Вот ты, конечно, блин, силач. Силачка. Ну все, хорошо, помаленьку. Все. Все, БТ. Ну а сейчас посмотрим, чем кормят людей. КФХ – это еще и собственное производство. Пельменей, мантов, сыров, лапши, тушенки, консерв, колбасы, мясных деликатесов. В общем, все, на что хватает фантазии, то и производят. Производство расширилось, а значит и сотрудников теперь требуется больше. Раньше в Кинди-Булатово женщины могли пойти работать либо в детский сад, либо в школу, а вот не педагогам было труднее. Давайте, пока нас руководство ваше не слышит, все подноготно вываливайте. Какие они? Очень даже замечательные у нас руководители. Как, Коллектив хороший. как дружный. работается? Работается хорошо. А бывает такое, что там за помощью как-то что-то обращаются люди, там помогают, нет они? Конечно, поддерживают. Все руководители у нас очень хорошие. Понимающие, помогающие, поддерживающие во всем. А может, покажете, расскажете, как манты-то правильно лепить? Что Давайте. нужно? Так, давайте я вам... Мяса много надо? Ну как? Вот это вот достаточно. Этого достаточно? Да. Давайте еще немножко. Давайте еще немножко. Давайте еще немножко. Помяснее, чтобы было. Помесистее. Вот процесс залепления, так сказать. Для меня пока загадка. Ну, получается, чуть-чуть. Чуть-чуть. Натянули тесто. Натянули тесто. Да. Вот, покрепче. Да. Крепко-накрепко. Да, теперь вот с этой стороны тоже немножко. Да. И вот все вместе соединяем. А чем отличается, вот у меня вопрос, хинкали от мантов? В хинкали там чистое мясо и много приправы. Ага. А в манто, получается, мы добавляем картошку. А давайте сделаем так. Да, давайте. Ну, Гузеля, вам, конечно, еще учиться и Да. учиться. То ли дело у вас. Ну, ничего страшного. Вы всего 2 года здесь работаете, научитесь. А принадлежат все эти владения Александру Зиновьевичу Привалову, человеку, который, выйдя на пенсию, круто поменял свою жизнь. Трудился на железной дороге, хотя по образованию технолог мясного производства, и всегда мечтал заниматься сельским хозяйством. Желание свое он исполнил.
Здрасте. Здравствуйте. Ваше владение увидела, вот наконец-то и вас. Угу. Очень приятно познакомиться. А открытие КФХ как-то повлияло на жизнь села, на жизнь местных? Ну, конечно. В принципе, люди стали возвращаться сюда, здесь устраиваться работать. То есть не надо в город ездить. Зарплату мы платим вовремя, аванс, расчет. Сейчас взяли 10 участков, вот хотим дома строить. Купили дом для общежития, где доярки живут. Трактористу вот, и повару купили дом. Ну, получается, если они вдвоем работают, 7,5 лет отработают, их будет дом. А если один? Один 15. 15. Вот и все в собственность сразу дома. Да. Ну, чем-то надо приманить, не только зарплаты, но и ведь народ тоже хочет не в общежитии, это семейные люди, хотят свой дом. А есть вообще чувство ответственности за людей? Вот какое-то такое сознание, что вы, может быть, какую-то миссию даже несете здесь? Мы когда сюда пришли, начали, они думали, что мы пришли так побаловаться, потом народ посмотрел год-два, и видно, что в деревне начала подниматься. И с другой стороны, здесь дома были дешевые в этой деревне, с городом, датчики же рядом, а сейчас цена поднялась, кошмар. Да? Да, здесь сейчас дорого все. Из-за вас? Ну, из-за нашего предприятия, получается. Когда строятся дома, мне кажется, это один из главных признаков, что деревня не умирает. Люди приезжают, а значит, село будет жить. Прошло всего около 9 лет с того момента, как здесь заработало хозяйство. Интересно посмотреть, что будет еще через 10. Сидеть. Молодец, ты красота! Люди очень удивляются, потому что как бы в России у нас такого номера нет. Амбулатория слушает. Вызов поступил, да? Надо. По коням. Для любимого дела вообще возраст не помеха. Это же в паспорте только написано, а в душе каждому 18. А сейчас мы познакомимся с очень необычными героинями, которых хочется вот буквально просто затискать вашему вниманию. Вега, Яшма и Звезда. К слову, настоящая звезда. А их хозяйка понимает их с полуслова. Иногда слов вообще не нужно. Сара, Найда! Да, Вега, вперед, иди. Что за нашество? А дай ножку, дай. Какой тебе? Татьяна называет себя тренером свободных лошадей. Кажется, и вправду животные сами делают выбор и решают заниматься. Никакого принуждения. Все на взаимном уважении. Может, от того у них такая тонкая, но прочная связь. Татьяна, так что нужно? Так, какое чтобы волшебное лошадь слово? Встала на задние ножки, нужно сказать «але оф» и немножко палочкой показать, показать. да? Давайте, попробуйте. Звездочка. Але оф. О, ты молодец! Ты молодец! Ты такая молодец! Вообще, ты прям прелесть! Ты прям прелесть! А еще она может вам подать хлыстик, если вы ее кинете на пол, да, и скажете «дай». Дай. Спасибо. Але оф. А если немножко оф продержать, то она пойдет на задних ножках. Да? Але оф. Все. Когда встала, да, уже. Что себе? Да, показывайте. Она сообразила. Поклон. И по ножке немножко, чуть-чуть еще помогите. Вот, помогите ей чуть-чуть. Вот. Божечки, ты молодец. Ты молодец. Скажите, вот так. Божечки, молодец. Звезда, сидеть. Молодец, ты красота. Ты такая красота. В ваших руках, конечно, она более действенная, чем в моих, так что возвращаю. Да. А для вас животное это что? Кто? Это друг. Для меня животное – это друг. Во-первых, они понимают наши эмоции, умеют считывать.
Получается, если вы боитесь, лошадь чувствует это, тоже может начать бояться. Если вы расслаблены, лошадь тоже расслабляется, такая, ой, круто, кайф. А с чего вообще все началось? Как вы пришли вот к такому Ну, я занятию? с детства мечтала о лошадях, чтобы у меня был друг, чтобы лошадь. И вот моя мечта осуществилась. Вот первая лошадка была Звезда. Когда я окончила нефтяной колледж на Шишимбайске, я поехала работать в Уфу. Там в кинотеатре работала, тоже где-то полгода поработала, и полгода как-то устроилась тоже с лошадками в парке детишек катать. И так поработала полгода, думаю, нет, все-таки буду с лошадьми работать. Вернувшись на родину, Татьяна решила заняться иппотерапией. Прошла обучение в Петербурге, и сейчас ее жизнь связана только с лошадьми. А это сейчас как хобби или уже как способ, в том числе, заработка? Вначале было как хобби, а сейчас уже, конечно, идет как заработок. Потому что мне надо лошадей содержать. Я вот сено покупаю, корма покупаю. Мы ездим в своем конном шоу, выступаем. И как люди реагируют? Удивляются? Ну да, люди очень удивляются. Потому что как бы в России у нас такого номера нет. Насколько знаю, у вас есть такие даже мировые заслуги. Да, мы, получается, 2 года выигрывали, занимали первые места в конкурсе, который проходил в Великобритании. Жюри было в восторге, очень сильно понравилось. А кто обучил вас? Я самоучка. То есть, можно сказать, талант, наверное, нет? Да, это талант, это, наверное, скорее призвание идет. Потому что этому тяжело научить человека. Лошадь легче научить, чем обучить человека. Даже так? Да. Я с детства к этому шла. С детства мечтала о лошади, просто не было возможности, не было конюшни. Поэтому не заводила. Слушайте, так вы, получается, тот редкий человек в нашем мире, кто исполнил свою детскую мечту. Ну да. Обычно в взрослом возрасте ты уже забываешь, о чем мечтала в детстве, а вы, получается, исполнили мечту маленькой Тани. Да, вот, кстати, да. Спортом для здоровья, конечно, нужно заниматься, но еще лучше, когда за ним сидят специалисты. И в деревнях за это отвечает ФАП и амбулатория Верхней Ткулова, где мы сейчас находимся. Как раз недавно было долгожданное открытие. Мы с вами отправимся в такой своеобразный центр жизни деревни. Новую амбулаторию. Сюда, кстати, не смотрите. Это здание старое. Нам туда. Әлде ул мынандай неде астылар ул больниста. Шол тиклем уңайлы булып калды хәзер. Кто последний? Вот она. Занимайтесь. Я за вами тогда буду. Постою с вами немножечко здесь. Хорошо, хорошо. Слушайте, а вы сюда, наверное, приходите, здесь такой центр жизни как будто, да? Ну, можно все обсудить, да? Да, у нас еще клуб тут рядом. Видите, как хорошо, удобно прямо. Вы мне лучше давайте скажите, врачи какие здесь, как вам врачи? Все как есть рассказывайте. Самые милые, самые хорошие здесь работают. Вы родственница, что ли? Нет. Но врача из Салавата Лилию Хайруллину с Ишимбайской землей и вправду связывают родственные связи. В соседней деревне жили ее родители, поэтому решение поменять городскую больницу на сельские амбулатории далось легко. Тем более, что и работает теперь в новом здании со всем необходимым оборудованием. Амбулатория слушает. Да, здравствуйте. Угу. Так, а еще какие жалобы? А зовут вас? Ага. И адрес. Угу. Все, будем. Обязательно будем. Ждите. Мне кажется, у нас появилась работенка. Вызов поступил, да? Да. По коням. Пойдемте. Я приехала по программе земского доктора. Я узнала, что здесь нет врача. Вот. И решила попробовать себя. А врач на селе, вот он что за человек? Что он значит для местных? Врач на селе, он отвечает за все, как бы является специалистом во всех областях. И терапевт, и хирург, и акушер-гинеколог тоже, может быть, оказывает первую помощь. Даже за советом просто люди приходят, спрашивают, советуются. Как часто вообще приходится вот так вот ездить там в соседние деревни? У вас вообще большой контингент ваших подопечных?
Да, у нас участок большой, больше 2000 населения мы обслуживаем, и прикрепленные деревни, и деревни такие маленькие, где живут вот по 10, по 20 человек, тоже все прикреплены. Мы ездим, обслуживаем, да, на машинах, на машине. Мы сейчас идем на своих двоих. В Иткулово у нас своей машины нету, мы идем пешком. На вызова, да, пешком. Тяжело? Потому что у нас, смотрите, да, сколько, да. Мне кажется, здесь и аппаратуры, и всего. Сумки с оказанием первой помощи, да. Ну, тяжело, но везде есть свои нюансы, работать надо. Как только вызов поступает, мы всегда бежим, стараемся сразу оказать первую помощь. Здрасте. Здравствуйте. Врача вызывали? Здравствуйте. София, апай, как голова болит у вас? Нет? Болит, да? Угу. Давление повышается, меряете давление, да? Угу. Настя, давайте тонометр достаньте, давление сейчас померяем. Часто приходится так вот? Ну, бывает. Возраст уже, да? Да, возраст, и инвалидность у нее. Угу. Девчонок вызываем часто. Девчонки? Да, беспокоим, да, часто беспокоим. Для вас это вообще, наверное, как родные люди, да? Ну, конечно, родные. В любой момент, как скажешь, они бегут. Угу. Несмотря даже, что рабочее время закончилось, они тут как тут. Такое тоже бывает? Ну, бывает. Люди болеют не по расписанию, да? Нет, конечно. Таблетки пили, да, утром, как положено, да, все, и арар. Сейчас давление, ничего, нормально для вас. Ололарды уважать кенеге düşsün. Бик рахмет. Итен хаушлегет. Ошлай тибетте карап тарагат. А вы не болейте, София апай, ладно? Живите долго-долго, лекарства все принимайте. Мы вас будем лечить, чтобы долго жили, хорошо? Все будет хорошо, давайте. Рахмет, баргат кала. Самое важное для ишимбайцев место, символ района – это шиханы. Они главные герои геопарка Таратау. Здесь местные приоткрывают дверь в прошлое. Зухра Минибаевна, как получилось, что вы здесь оказались? Вы же, получается, экскурсовод-гид, да? Да. Мы педагоги, учителя, краеведы. Мы изучаем более 30 лет историю горы Таратау. У нас в школе есть свой музей историко-краеведческий. К весне нас пригласили сюда работать. И вот мы таким образом здесь оказались геогидом. И геогид – это человек, который именно экскурсоводом может быть любой. А геогидом может быть человек, который то есть на этой земле родился. А как-то повлияло вообще-то открытие геопарка на жизнь вот ближайших населенных пунктов? Конечно. Открылось много рабочих мест. Рабочие места, то есть это получается дополнительный доход для местного населения. Кто-то здесь работает, кто-то может реализовывать свою продукцию в геопарке для туристов. Перспектива большая достаточно открылась. На геопарк Таратау все смотрят как на туристическое место, а вот мы хотели взглянуть на него глазами местных, узнать, как его открытие повлияло на жизнь здешних жителей. Самым близким населенным пунктом у подножия горы Таратау является деревня Шихан. До открытия геопарка Таратау здесь проживало 4 человека и прописано было 11. И в течение 4 лет деревня Шихан, она поднялась, она изменилась, стала краше, ярче. Начали возвращаться местные жители, начали строить дома, была проложена водопровод, проложена асфальтная дорога. Насколько я знаю, даже цена на недвижимость там подскочила. Да, цена на недвижимость резко подскочила. Все начали возвращаться в свои родные места. Вот вы рассказываете, даже вот у меня, хотя не место, как сердце радуется, мурашки от вашей истории, что люди возвращаются, что приезжают, а у вас как сердце радуется? Конечно, радуется, потому что есть место, куда привезти и показать красоты нашей родной земли, как могут и должны жить местные сельские жители.
И это не единственное место в Ишимбайском районе с богатой историей. Возле деревни Гумерово расположился центр агротуризма «Бужа». Жизнь в эти места вдохнули сами местные жители. Начнем с того, что это начало Гумерского ущелья. Это вот гора Бужатау, Муксим, река Зиган протекает. Как вы оказались в таком прекрасном, я бы сказала, красивейшем месте? Было небольшое событие. Хотели данные горы разработать. Всей деревней вышли, защитили. Это когда было? Это начало 12-х. Активная часть происходила 14 по 16 период. Мы, подумав, собравшись с местными жителями, решили организовать эту точку, локацию, именно как с точки зрения туристической. Я думаю, только местные жители знают самую глубокую ценность этой территории, поэтому наша позиция развиваться здесь самим. Получается, можно сказать, что вы это место сохранили? Данной местности уже при Ради Фаридовиче присвоен статус особо охраняемой природной территории. Гора Бужатау имеет этот статус. История создания центра агротуризма «Бужа» не похожа ни на одну другую. Это не просто бизнес. Владельцы – местные жители, простые сельчане, которые решили объединиться в кооператив. Поставили домики для туристов, каждый из которых принадлежит определенной семье, потому и прекрасны они все по-своему. Это вот наш дом. Делали для туристов. Вот. Очень необычно, слушайте, очень много дерева. Да. Все, я сам занимаюсь деревом. Люблю заниматься, я больной лесом, можно сказать. Я очень люблю природу. Люди, некоторые деревья, которые даже на дрова могут не пилить, а я вот... Кто-то срубил, пень остался, я привез. А вы видите в этом прекрасное. Да, вот сделал стол. Рима, как у вас все-таки появилась такая вот любовь, тяга к лесу? Это у вас, может быть, там папа, дедушка к этому приучил? Да, есть такой момент. Не то, что у меня отец был пчеловодом, я вырос в лесу. И живете среди леса, получается, остались. Наверное, не представляете, как можно жить там. Я бы никогда не уехал в город, я останусь здесь. Я люблю очень деревенскую жизнь. И за что любите сельскую жизнь? Потому что спокойствие в деревне. Нет суеты никакого. У вас здесь, можно сказать, детали по последнему писку моды. Это тренд. Это вы откуда берете вот эти идеи? Я просто фантазирую для себя только. Никогда чужую работу не повторяю. Пусть за мной повторяют, но не я. Хорошая стратегия. Гульнур, я пришла на запах, да, сейчас на тепло. Что это за прекрасный уголок? Сейчас суп будет готов. Это шурпа? Здесь будет шурпа на утином мясе. Мы вот когда предлагаем туристам или гостям нашу продукцию, питание, у нас как бы принцип все это домашнее приготовление. Вот когда люди принимают пищу, им это так нравится, наверное, потому что они так благодарят от души. Я вот в это время прям такое моральное удовольствие получаю. Я даже согласна, что если даже не заплатят. Но они потом, еще никто не уезжал, чтобы не заплатить, да? Давайте. Бисмиллахир-рахман-рахим. Здесь у каждого своя интересная история. Гульдар Хисамова кем только не работала. Жизнь помотала по стране. Одно время даже водила троллейбус. Но в итоге решила вернуться на родину. И теперь управляет уже не транспортом, а одним из домиков. Нет, в какую-то середку надо попасть, наверное. Давай покажу, как это надо делать. Вот. Опа. Почти. Почти не считается. Хаба! Молодец. Так тебе, Буратино. Молодец. Ура! Анастасия Чебаева, колка дров. Обращайтесь. Люблю я больше год от года, желанием мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор. Что может быть лучше таким осенним вечером сесть возле печки под треск поленьев и насладиться, например, чтением книжки? И здесь есть такая возможность. Гульдар, скажите, пожалуйста, мне кажется, вы часто это практикуете здесь?
У вас большая, огромная библиотека наверху. Есть такое. Мне народу много бывает. Я уже 2-й год работаю. И не страшно было вот в таком возрасте начинать что-то новое? Для любимого дела вообще возраст не помеха. Это же в паспорте только написано. А в душе каждому 18. Всем кооперативам в аграрном закончили курсы по агротуризму. У нас у всех есть, мы дипломированные, так что возраст не помеха даже самообразованием заниматься, учиться. Я закончила в кооперативе, нас только 2 закончили экскурсоводом. Экскурсии вожу 420 метров до Бужатау и обратно. Я в неделю 2-3 раза могу подняться. Просто так, с песнями. И физическая нагрузка получается. Это не нагрузка, это в радость. Это очень вкусно. Такой наваристый суп. Но мне кажется, что вы больше, чем соседи по деревне, больше, чем просто там коллеги или товарищи. Мы не только друзья, это настоящая семья. Мы все время все вместе делаем. Мы по другим районам еще ездим, смотрим, как другие работают. Потом приезжаем, говорят, оказывается, у нас лучше. Слушайте, ну это здорово. Это на самом деле очень вдохновляет и удивляет. Дарит какую-то надежду вообще в людей, наверное, что вот так вот не родные по крови, но родные по идее люди объединяются. Мы хотим вам подарить кустанес. В этой корзине представлены чаи, которые у нас производятся, молочко, козылык и курица. Все произведено у нас в нашей деревне, нашими пайщиками. Спасибо большое. О, да этот тяжеленный, но своя нож не тянет. Спасибо большое. Обниму вас. Ладно, желаю, чтобы все у вас сбылось. Увидимся еще, надеюсь. Спасибо. Приезжайте. Когда все дома уже будут достроены. Этот выпуск можно охарактеризовать 2 словами. Было-стало. Наши герои – это люди, которые поменяли мир вокруг себя и продолжают это делать. На что способны желания и действия даже одного человека. А когда они объединяются, получается удивительное. Хочется кричать: посмотрите, какие они классные, какие они заряженные, какие они идейные. Просто потому, что они этого заслужили. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. Айдар, ну у меня на этот раз такой традиционный продукт, я бы сказала, курица, да, с которой сталкивается каждая хозяйка. Можно что-то необычное мне приготовить, удивить, может быть? Конечно, можно. Есть догадки, что мы будем готовить по ингредиентам? Начиним ее грибами? Почти. Есть такое традиционное блюдо, тутаралган таук. Мы, конечно, его готовить не будем, но сделаем такой современный твист на это блюдо. И я думаю, что будет оно точно не хуже, может быть, даже местами где-то и интереснее. Вот это у нас будет порция. Кусочек грудки и кусочек ножки. А соус будет? Обязательно. И соус у нас будет трюфельный. То есть у нас будет такой легкий омлет, трюфельный соус, жареные грибы со шпинатом и сама курица. Приступаем к обжарке. Жарить мы ее будем по классике на смеси. Сливочном и подсолнечном масле. Абсолютно верно. Чтобы еще было вкуснее, сочнее, мы добавим туда чеснок. Также для ароматики я использую веточку тимьяна. Сначала жарим со стороны кожи. Пока курочка жарится, предлагаю подготовить гарнир, чтобы, когда она уже подготовится, мы все это быстро обжарили и соединили. Наши грибочки, да? Да, будем использовать вишенки сегодня. А почему именно вишенки все-таки вот здесь предпочтительнее? Мне очень нравится их текстура, потому что она такая немножечко резинистая, и ее нужно прожевать. Давай сделаем так. Возьмем 2 яйца полных, и с 3-го возьмем только желток. В этот омлет мы добавим еще немножечко трюфельной пасты. Скажи, пожалуйста, какая вот у нас. Можно пару слов
об этом ингредиенте. Конечно. Трюфель – это такой гриб. Отличается он своей особенной ароматикой. Отлично сочетается с яйцами и с курицей. Подсолим. И ложку сливок. Но я, кстати, никогда не пробовала трюфельный крем. Мне кажется, как, в принципе, большинство. Так, курочка у нас готова. Пока она у нас будет отдыхать, буквально 5 минут, мы приготовим наши грибочки. И приготовить я их предлагаю на том же самом масле. Потому что масло у нас ароматное, и гарнир будет еще вкуснее. Это тяжелое испытание сейчас находиться рядом с этим прекрасным кусочком еды и сдерживать себя. У нас процесс обжарки грибов следующий. То есть сначала сильная температура, мы их обжигаем, а дальше с них выходит сок. Они начинают меньше шипеть и больше подкипать под своим собственным соком. А когда сок выпарится, мы переходим опять в стадию обжарки. И вот там нам нужно будет их снять. Так, и продолжаем обжаривать уже вместе со шпинатом, который, кстати, просто на глазах выпаривается, уменьшается. Ну и последний процесс. Готовим омлет-скрэмбл. И наша задача, на самом деле, сохранить его таким жидким, не высушить. Выкладываем омлет. Интересно, что из этого получится. Выкладываем нашу курочку. И полью ее соусом такого концентрированного куриного бульона. Ну и бон аппетит, как говорится. В принципе, в жизни не пробовала такого сочетания. Очень вкусно. Непередаваемо просто. Ну вот в этом, я считаю, есть прелесть, наверное, и мастерство, когда ты берешь обычные продукты, такие как курица, яйцо, грибочки, и с них делаешь превращаю в такое интересное. помпезное блюдо. Определенно советую.